Я никак к ним не отношусь, короче, вообще. Вообще даже не интересно. По языкам, короче, большинство из них, короче, я очень мало среди них людей видел. Нормальных. Пусть, иншаллах, сама Грузия разберется в этом, поэтому даже не буду туда втягиваться, поэтому сами же грузины с ними разберутся. После того, что на днях они сделали, короче, валлахи билла, это абсолютно, короче, плевать мне, плевать. Если война начнется против чеченцев, я тебе говорю, что они пойдут в первую очередь, которые называют Путина, короче, красавчиком, которые за Путина, короче, ты что, ты думаешь, там какую-то пользу они принесут? Путин уничтожал наш народ, они поддерживают Путина. Они ушли из Грузии, Грузия, которая никак не устраивала никаких геноцидов, ничего и так далее. Они от них ушли с грузинскими землями и пошли, поменяли их на русский мир. И пока они сами лично не увидят русский мир на себе, на своем шкуре, они не поймут, им объяснять бесполезно. Да, потом также и Шамиль Басаев, и Гилаев, и Масхадов, все они отказались от этого. Все они отказались от этого. Это была большая ошибка, даже по словам их самих, это была большая ошибка. Скажи мне, пожалуйста, брат, сколько кавказцев погибали там, воюя против Грузии? За интересы Абхазии. Сколько братьев, сколько погибло всего кавказцев? Из Черкесии, из Чечни, с Ингушетии, с Дагестана, из других республик. Сколько кавказцев погибло, чтобы они были свободны? И какой план был вообще? Чечен, насколько я знаю, есть информация про именно от Чечен Инфо. Послушайте, посмотрите, что говорят. Например, вообще, что хотели? Хотели создать Горскую республику, вернуть Горскую республику. И Грузия, и Абхазия дала обещание, что обязательно, если они победят, короче, в этой войне, станут независимыми, что именно помогут создать Горскую республику. Началась война в Чечне против чеченского народа. Где помощь? Где была помощь? 8 человек приехали и уехали. Говорят, что всего там 4 абхазца, пусть Аллах помилует этих 4 абхазца, там пали там шахидами, говорят, в Чечне, короче. Остальные уехали, все. А сейчас что говорят? Вчера в эфире что сказали? Не только просто из-за того, что из-за моего мнения меня не только мать оскорбили, всех чеченцев, которые проживают в Европе, а за пределами там против России, всех матерей там затрагивали, всех посылали, короче, на все 4 стороны, оскорбляли. Но в лицо же мы понимаем, никто из них этого не скажет в лицо ни одному чеченцу. Дозволили себе, короче, просто честь чеченского народа, короче, понимая, что они далеко, а мы не можем приехать. И смотрите, что они говорят вчера. Что 10 лет в блокаде была Абхазия из-за Ичкерии, что они воевали против России за Ичкерию. 10 лет из-за нас, короче, они были в блокаде, говорят, прикиньте. Валла, я таких сказок я никогда не слышал, короче. Никогда. Ладно, один раз от араба я слышал такие сказки. И особенно мы слышим такие сказки от русских, да, которые говорят, что 30 тысяч таджиков у нас воевало, там 50 тысяч, короче, афганцев у нас воевали, короче, там где-то десятки тысяч, короче, этих, кто это было, арабы у нас воевали, короче, и другие, то есть, вот, если по словам, короче, Российской Федерации, все чеченцы, весь чеченский народ выехал из своей республики, запустил всех, короче, не чеченцев, короче, и на стороне ждали, короче, сидели и ждали, пока Россия разберется с этими наемниками на нашу землю, короче. А потом мы заехали, стали на сторону России, начали жить себе. Вот что говорят Россия. И вот от России не отстают, короче, те самые, именно, я не говорю за всех абхазцев,
А именно таких абхазцев, которые, к сожалению, большинство, которые именно за Россию. За тех, кто против России, я ничего не говорю. Вообще было смешно, реально было смешно, когда сказали, что 10 лет были в блокаде из-за чеченцев. Из-за того, что абхазцы воевали там тысячами, за Ичкерию. Это было прикольно, если честно. Да, иншаллах, вернете. Ну да, весь мир был за Россию, нет, вообще даже не буду.